Наверное, на нашем поколении мы помним, как выдумали миф о сицилийской мафии. Сицилийская мафия, сицилийская, и все списывалось на сицилийскую мафию. Все зло. Он наел оскомину, на Западе быстро отказались, до нас она еще, до советского человека, не очень-то прижилась, поскольку были изолированы от мира. Тут же быстро состряпали еврейский сионизм. И вот на этом мифе делалось все зло над человечеством. И были всегда мальчики для питья, бей евреев. Во всем виноваты евреи. Еврейский сионизм. Списывалось на него. Он тоже наел оскомину. Его бы и продолжать были желающие, но евреи окрепли. С ними шутки уже плохо в мире. Большой капитал в руках, средства массовой информации. Веками вот этот вот несправедливый, насильственный механизм уничтожения народа, целого, нации, выработал в них стоическую, иммунитет, который всегда имел возможность противостоять. Теперь надо было выдумать новый миф, поскольку евреи бьют очень больно, и могут бить, и есть в руках чем бить. Надо было выдумать чеченскую мафию. Ее начали стряпать лихорадочно, на замену еврейскому сионизму, начиналась сначала перестройки. С 1986 года уже пошла пропаганда. В 1987 уже первые массовые публикации в средствах массовой информации. Чеченская мафия, чеченский рекет, вот беды всех советских людей и всего мира.